Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Подобными комментариями завален канал псевдоблогера Артема Плато. Как вы видите, в комментариях собрались ученые из Ингушетии, которые пишут негативные комментарии в адрес чеченского народа. Стоит отметить одну вещь: многие из тех, кто пишет подобные комментарии, не записаны как ингуши, но, как мы знаем, они и не брезгают в интернете менять свои нации на другие национальности и с радостью записываются как грузины, например. А там от лица грузинского народа заявляют абсолютно бредовые вещи, абсолютно непостижимые здравому уму. Мы прекрасно осведомлены о наших соседях, кто и что пишет про нас, тем паче, когда ингуш, выдавая себя за грузина, пытается доказать всем вокруг, что в грузинских источниках чеченцы вообще не упоминаются. Данные историки в кавычках заявляют, что чеченцев не называли кистами, что кисты — это только ингуши, великий народ Галгаев. А чеченцев по ошибке начали именовать кистами из-за того, что когда-то была Чечено-Ингушетия, чеченцев наряду с ингушами начали называть кисты. Другими словами, чеченцы под именем кисты известны, начиная с советских времен. Это пропаганда ингушо-чеченофобских горе-историков, а простой обыватель, в корне относящийся плохо к чеченцам, хавает подобные писульки и сами потом начинают ими засорять в пабликах. Так давайте узнаем, действительно ли чеченцев начали именовать кистами лишь при ЧССР. Из сотни исторических книг, где чеченцы упоминаются как кисты, мы взяли несколько источников, так как не имеем желания удлинять выпуск, да и смысла не видим раскрывать все карты за одно видео. Ираклий – византийское государство в первой половине VII века. Харьков, 1889 год, цитата. К северо-западу и к северу от Дагестана находится Чечня. Из ее народцев географ VII века упоминает Нахчематьяны. Откинув армянскую прибавку, получится имя Нахчи, которым себя до сих пор называют чеченцы, и которое на их языке значит «народ». Известны также ему кисты. Кисты до сих пор чеченское племя. Конец цитаты. Елена Николаевна Кушева в книге «Русско-чеченские отношения» приводит документ, датированный 12 апреля 1665 года, в котором упоминаются чеченцы как кисты. Документ в книге Кушевой выставлен, под номером 114 и назван «Распрос в посольском приказе грузинского митрополита Епифания и приехавших в Москву грузин и тушин о городе Чечен». И вот что в частности рассказал митрополит Епифаний, цитата: «А от того места, где был город Чечен, до Тушетии, где ныне царевич Миколай Давыдович, царевич Ираклий, живет днище езду, а между Тушетией и города Чечен стоят два кабака, то есть селения, горских кистичент, то есть кистин, а людей в них 200 человек, и от тех же горских людей им проезд нужен, без подарков никого не пропускают, а подарки диемлют большие». А теперь самое время показать людям карту времен Кавказской войны. Как мы видим, чеченцы обозначены как кисты. Вот еще одна карта, которая называется «Карта Тушино-Пшава-Хивсурского округа». Здесь то же самое, чеченцы обозначены как кисты. О том, как этот грузин выучил чеченский язык и почему у него в плейлисте нет ни одного видео про Грузию и грузин, но есть сплошные ролики с негативом в адрес чеченского народа, мы говорить не будем. إبراهيم تدفع بيرد غلقي في استقدالاتنا كمرسانتو يازدريح بدل حاجونتو بني نخبو شيكونش يتنش. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.